Чудо на земле Коми. Жители республики прикоснулись к мощам одного из самых почитаемых на Руси святых преподобного Сергия Радонежского и пронесли святыню крестным ходом, после чего святыня продолжила путь по стране. Коми стала частью Всероссийского крестного хода благодаря личной просьбе главы Коми. Ковчег с мощами доставили в республику накануне праздника. Уже сегодня верующие отмечают 600-летие обретения мощей великого старца. Ольга Коняева о значимости события. Преподобный Отче наш Сергие, и чти святую памятую. Исторический момент. Частица святых мощей преподобного Сергия Радонежского впервые на земле Коми. Верующие в ожидании радости уже на аэродроме и у Свято-Стефановского храма. Ковчег с частицей святых мощей, начиная со Дня Святой Троицы 12 июня, обошел уже 17 регионов. Петропавловск-Камчатск – самый крайний восточный пункт путешествия. Сыктывкар не был запланирован. Возможность поклониться святыне у жителей региона появилась после обращения главы республики и архиепископа Сыктывкарского и Коммозырянского Петерима к святейшему патриарху Кириллу. Все, так сказать, для победы над злом и воцарения благополучия, мира и тишины. Ведь смотрите, преподобный, и спрашивая у Дмитрия Донского, все ли мирные пути уже приняты с врагами, приняты, и не получается, тогда благословляю на битву. Преподобный благословлял на битву, и преподобный мирил княжество. Игумен земли русской, всея Руси чудотворец. В XIV веке Сергий Радонежский мирил князей, живших разрозненно. С его благословения Дмитрий Донской разбил татаро-монголов на Куликовом поле. Когда шла на битву русская рать, страна была на грани распада, а вышла из нее победителем и духовно единой. Преподобного Сергия Радонежского чтят как собирателя русского народа. Когда мы с вами молимся и просим Господа явить чудо в том, чтобы какие-то наши просьбы исполнить, какие-то большие победы над врагом, сохранить жизни наших воинов, то сегодняшний приход преподобного – это и есть чудо. Чудо Господне, которое дано нам на укрепление самих себя и на укрепление Господа и веры нашей в Господа Иисуса Христа. Спаси вас, Господи! У Коми земли с Сергием Радонежским своя тесная связь. Именно его ученики в этих краях были основателями монастырей, а Стефан Великопермский и Сергий Радонежский при жизни были духовными братьями. Мощи крестителя комизырян постоянно в Свято-Стефановском храме. Когда святитель Стефан, путешествуя мимо лавры, не мог заехать к преподобному Сергию лично, но он вышел из саней, сделал поклон, и этот духовный поклон дошел до преподобного Сергия, во время трапезы встал, ответно поклонился земно святителю Стефану. Братья удивились, что такое. Потом он говорит, нас благословил великий угодник Божий Стефан Великопермский. И до сегодняшнего дня на трапезе в монастыре, где мы живем, в лавре преподобного Сергия, после второго блюда звучит колокольчик, все встают, читаются молитвы. Молитвами ижего святых отца нашего Стефана, епископа Великопермского и преподобного и богоносного отца нашего Сергия, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Сегодня эти святые встретились у вас здесь, в Граде. Стержень веры, переданный из далекого прошлого. Так говорят о частичке святых мощей преподобного Сергия верующие. Прикоснуться к святыне, помолиться. В столицу Коми съехались православные люди из разных уголков республики. Больше 5000 человек. Я думаю, вот то время, которое сейчас у нас происходит в отношениях с Украиной, как раз не хватает и его молитв, потому что он всегда молился за Отечество, за Россию, за воинство. И сегодня мы будем также молиться. Хотим через мощи великого святого получить благословение Божие для себя, для семьи своей, поклониться мощам его святым. Мы молимся преподобному Сергию Радонежскому, чтобы укрепил нас в молитвах, в монашеском делании. И просим заступничества его молитвенного пред Богом для наших северных монастырей. Давайте вообще помнить о том, кто для нас Сергий Радонежский.
что это учитель учителей. И что мы обращаемся к нему в очень времена, когда как раз и культура, и образование, и политика, и геополитика, и военные пытаются и говорят об этом, и в телеграм-каналах, в социальных сетях, о поисках новых смыслов. Единением и любовью спасемся. С таким посланием Сергий Радонежский обращался к своему народу, в то время разделенному. Сегодня под таким девизом крестным ходом несут по стране частичку его мощей. Единство церкви и государства сегодня необходимо для спасения нашей Родины, которая переживает трудные моменты. А Бог помогает всем нам в это трудное время, подчеркнул владыка Петерим. После утренней божественной литургии и молебна более 1500 человек пронесли ковчег по улицам Сыктывкара до аэропорта. От самого прилета и обратно глава региона Владимир Уйба со своей семьей сопровождали святыню. И чтим святую память. Сегодня православные верующие празднуют 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского. В маршруте Всероссийского крестного хода 57 городов, следующий Вологда. Главной святыне Троицы Сергиевой Лавры уже поклонились сотни тысяч человек с молитвой о семьях, о стране, к заступнику земли русской. Ольга Коняева, Владимир Кривцун, Артем Соколов, телеканал Юрган.